Друзья, многие думают, что сегодня отстоять свое нарушенное право, добиться справедливости в судах невозможно. Я вам сейчас расскажу два последних случая из практики нашего независимого профсоюза РЭП, которые показывают, что бороться за свои права нужно и можно. Кейс номер один. Дело, о котором я уже рассказывал. Константин Аксенов зарегистрировался в Центре занятости безработным. С помощью государства и он обучился на водителя троллейбуса и был признан годным к управлению горэлектротранспортом. А после обучения он явился в ту же самую поликлинику для прохождения медкомиссии при трудоустройстве, и он оказался негоден к управлению. Прокурор города, недолго думая, предъявил ему счет за обучение в судебном порядке. А сумма там была не маленькая, более 4000 белорусских рублей. Прошли многочисленные судебные заседания, врачи, которые свидетельствовали друг против друга, никак не могли определиться, годен к управлению Аксенов троллейбусом, либо не годен. В конце концов, уважение вызывает та врач, которая, собственно говоря, и поставила свой диагноз негоден, поскольку она, обращаясь к своим коллегам, заявляла о том, что в конце концов я свою печать поставила на диагнозе, а вы со стороны можете свидетельствовать о чем хотите. В результате суд Советского района города Гомеля отклонил исковые требования прокурора. И хотя решение суда в законную силу не уступило, я просто уверен, что даже если будет принесен прокурорский протест в апелляционном порядке, все равно решение суда первой инстанции останется без изменений. И пример номер два. Все вы помните нашумевшую историю, когда в Будо-Кошелеве за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения постоянно проживающий иностранный гражданин, в данном случае гражданин России Владимир Траутер, был выслан из страны на 5 лет. Я напомню, что Владимир Траутер живет здесь с 1993 года. У него здесь семья, дети, белорусы. Он имеет постоянный и стабильный заработок, работает по месту работы и по месту жительства, характеризуется положительно. Вдруг он попался в состояние алкогольного опьянения сотрудникам милиции. Он признал это правонарушение, платил штраф, он был максимально возможный, он был лишен правоуправления на 3 года. Но, тем не менее, государство вот так непропорционально вмешалось, как нам представляется, в жизнь конкретной семьи, и при принятии решения о высылке сроком на 5 лет не учла интересы несовершеннолетнего сына, интересы его семьи. Представляете ситуацию? Для любого мужчины такое бы решение являлось бы слишком таким суровым. Для любого мужчины это стресс. В возрасте 43 лет менять свой уклад жизни вряд ли кто-то отважится. Тем не менее, мы пошли в суд Будо-Кошелевского района, который отказал в удовлетворении жалобы. То же самое сделала и апелляционная инстанция Гомельского областного суда, подтвердив решение районного суда. Тогда мы подали надзорную жалобу на имя председателя областного суда, и в дело вдруг вмешался прокурор области, лично Виталий Морозов принес протест, и по результату рассмотрения президиум Гомельского областного суда в составе 9 судей отменил все ранее принятые решения по делу, дело направил на новое рассмотрение. И буквально в среду суд Будо-Кошелева повторно рассмотрел данное дело и поставил в этом деле, как я представляю, точку. Владимир Траутер останется с нами, все будет окей. Опять же, решение суда в законную силу не вступило, но я не думаю, что есть правовые какие-то шансы у сотрудников милиции отменить решение президиума Гомельского областного суда, который согласился, кстати, с доводами нашего профсоюза, с доводами нашей юридической службы о том, что при принятии решения о высылке не были учтены интересы семьи и интересы несовершеннолетнего ребенка. Друзья, о чем говорят эти две конкретные победы? Это говорит о том, что никогда не нужно спешить признавать свое поражение. Даже в сегодняшних условиях осуществления белорусского правосудия можно и нужно бороться за свои права. Приходите в наш независимый профсоюз, вместе будем отстаивать свои права. А также не забывайте подписываться на канал «Гомельская весна» в YouTube и оставлять свои комментарии. Всего хорошего!